Ну вот. Наконец-то я на избе, ребят. Фу. В целости, сохранности. Дошли. Самое главное, дошли, уже вечереет. Солнце садится. Пипец. Все, и навигатор. Так, короче, тут останавливались, заходили, вот следы видно. Может, чай попили, а может, меня ищут. Короче, сегодня такой марш-бросок дал, мама не горюй. Вот мои следы, сходил на другой берег, на север, а пришел с юга. Надо отдыхать все. Хотел еще сегодня чем-то заниматься, там снегу брать еще. Просто сил у меня нет. Пока данный момент нет. Мне надо напиться горячего чая. Литра 5 надо. Даже литр сегодня мало. Ух. Кто охотник, кто ходит на лыжах, тот меня поймет. Уверен. Ух. Вот это да. Ну до темна дошел. Все хорошо. Все. Самое главное, дошли. Будем обживаться. Ой. Так. Избушка тепло. Вообще кайфово. Теплый.
вот, ребят. Второй ужин уже в избе. Вторая изба, второй ужин. Доедаю суп. Не знаю, много еще тут. Я напился столько воды. 2 раза, наверное, уже кипятил чайник. Ну да, 2-й раз сейчас добавил. Конечно, полностью не выпил, но так, чтобы вот, скажем, до утра мне хватило и с утра там погреть. Конечно же, надо в прикуску лук или же майонез. Вкуснее так. Ну что сказать, день прошел, немножко поснимал вам на смартфон там свои похождения. Хорошая погода была, красивая природа. По сосновому лесу в основном ходил. Вот. Ночевал нормально. И один раз тоже какой-то страшный сон приснился сегодня. Ну, уже к утру, наверное, дело было. Да, к утру, потому что когда глаз, как всегда, разрядился аккумулятор, очень сильно расстраивает, конечно. Быстро разряжается аккумулятор. Вот. Расстраивает это очень сильно меня. Вот насчет сна, короче, что я... Ну, короче, спал. Ну, спал так себе, знаете, вот. Глаза отдыхают, а уши как будто, наверное, и не засыпали. Как будто все я слышал там. Мышка там приходила ночью. И вот сплю, короче, и сон такой вот. С утра уже ничего не говорил, не рассказал про сон. А вот сейчас, ну, почему бы и не рассказать. Короче, дома, лето, мы дома были, и такая вот туча начала идти. Туча. Очень страшная туча, черная прям. Такая темно-синего цвета, такая вот, ну, очень, блин, вот сейчас начнет штормить. И уже ветерок такой поднимается. И мне надо в первую очередь, думаю, надо выключить все электричество, чтобы молния не ударила, а там уже гром. И, короче, что-то вот такое во сне, вот, как будто я хотел, знаете, вот не тот дом, где я живу, а в нашем дворе еще у деда с бабушкой, вот, где я раньше жил, где я вырос. В этом доме тоже надо как будто мне свет выключить. И как будто вот, я не знаю, ну, блин, это сон, конечно. Вот я почему-то вот не ушел туда, а именно я уже помню, что вот, как будто я дотягиваюсь до счетчика, но в то же время я нахожусь возле своей веранды, а до другого дома еще далеко, ну, как сказать, почти 30 метров. И в этот момент, знаете, вот молния так сильно ударила возле его дома, ну, как сказать, соседнего дома, там, прям как дуга у сварочного аппарата, вот, такая яркая, и прям вот низом пошла молния. И очень сильный гром такой, и очень сильно я во сне испугался, очень сильно. И от этого испуга я, как сказать, проснулся и, ну, как сказать, как же это выразить, вот опять мой русский язык подводит меня. Ну, одним словом, проснулся, будем так говорить.
пришел в себя, вот, пришел в себя, вот это я хотел сказать. Пришел в себя, а глаза открыть я боюсь. В сердце биение такое. И вот как будто я слышу какой-то шорох, как будто возле моей избы кто-то есть. И, как сказать, надо посмотреть в окно. А этого делать я боюсь. Боюсь увидеть то, что я не хочу я видеть. Какую-то страшилку или еще. Вот именно вот в эту ночь у меня все это происходило. И, конечно же, куда ты денешься? И откроешь, и ты выйдешь там на улицу, если понадобится там. Если бывает там ночью встаешь там туалет, это всякое может быть там. Приспичит тебе в туалет, и ты выйдешь. Вот. И, как сказать, тоже вот глаза открыл, никого нету. Я думал, такой вот, какой-то вот шорох, как будто вот есть. Я думал, вот, вчера кто поднимался здесь возле моей избы там на мотособаке, может он, думаю, пришел. Такие истории, ребят, вот, это вот, чтобы не забыть, я сразу вам расскажу. Это может быть даже и через год я и не вспомню. А вот что в эту ночь со мной происходило, я сейчас вот вам рассказал. Тьма на улице. Именно вот нашел время рассказывать. А в остальном все нормально. Печка, как сказать, знаете, вот можно, вот сейчас до 10 градусов можно этой печкой даже один раз, если ночью встать и подкинуть дрова, одного раза достаточно. Потому что изба теплая. У меня все время двери открытые, приоткрытой. И вон там окошечко тоже приоткрыто. Как бы, чтобы не было такого, что вот угорел или еще что-то там. Знаете, вот я сегодня с охоты пришел, у меня полностью плотно было закрыто вот двери, вытяжка вот это у печи. И, как ни странно, этот запах дёхоти, я не знаю, нигде не течет, все вроде нормально, но я почувствовал это. Почувствовал конденсат с трубы куда-то пришел, но не знаю куда. Сейчас, конечно, все выветрилось, нормально все. Так что, как ни крути, чуть-чуть миллиметр хоть, но вытяжку надо приоткрытым оставить. И все будет хорошо. Я вот всю ночь так делаю. Лучше пусть приоткрытая дверь будет. В избушке тепло, очень тепло. Вообще я не радуюсь этой печи. Я кирпичная печь, когда была, я здесь охотился, там и зимой, и осенью, я мерз. Приходилось мне дверь еще вот одеялом закрывать, чтобы холод не заходил. Кирпичная печка не справлялась. Как сказать, топишь, потом утром затапливаешь, потом вечером еще затапливаешь, но изба остывает. А железная печка жар держит. Я рад. Данный момент, как сказать, мне пока все устраивает. И об этом я не устаю говорить. Вот. А завтра посмотрим, что как будет. Я еще не набегался, мне еще хочется на лыжах, но сегодня действительно я очень сильно устал, больше 20 с лишним, наверное, где-то 22 километра я прошел сегодня. Вроде и, как сказать, снег такой держит хорошо, но я устал. Пришел, лежал там, и уже мышцы напряглись у меня. Мышцы вот второй день вот я хожу на лыжах, и вот мышцы как бы напряглись в ногах,
на спине вот этого хождения. Вот. Ну, не с привычки. Когда, скажем, обычной жизнью живешь в городе или в селе, хоть ты двигаешься, все равно нагрузка не такая, как вот сейчас. Вот я получаю, за эти 2 дня уже получил. Завтра, наверное, еще схожу на лыжах. Поохочусь, что как будет. Второй день без выстрела, ну и фиг с ним, пускай. Я просто наблюдаю, что как есть, где что есть. Сегодня птиц видел, это уже меня очень радует, очень много следов куниц я видел. Ну как много, но есть куницы, есть. Между прочим, тропы зайцев видел в нескольких местах, очень хорошие тропы. Может 1-2 зайца, но все равно это говорит о том, что хоть что-то на лесу есть. Будем надеяться, что хорошая весна будет хороший урожай для охоты там. А рыбалка, ну, я не знаю. Вообще интереса у меня нету. Не клюет здесь. 1000 лунок сверлить как-то мне не очень-то и хочется. Вроде все рассказал о сегодняшнем дне. Перед выездом чуть-чуть, может, дровишки, но с дровами следующий поход. Конечно же, будет еще поход там. Заготовка дров обязательно надо. Посмотрим. А сейчас я, ребят, ужинаю и отдыхать. Все, встретимся завтра. Посмотрим, что завтра будет. Сейчас отдыхаем. Суп доем, что возможно. А завтра уже что-нибудь приготовлю. Может, макароны сварю. Радио слушал все время. Сидел там, ну, лежал, радио слушал. Радио хорошо слышно, без помех. Только в одной точке, и все. Хоть так. Но уже только одну волну отловит, и все. Радио России больше всего ничего не ловит. Хоть какие-то новости. Но обман, конечно же, на Радио России. Только новости, все хорошо там. Не верю. Обманывают.